Ну вот мы и добрались до озера. Еще не добрались, но сейчас доберемся. Сегодня день такой у нас неожиданно жаркий выдался. Я думал, будет погода похуже, конечно. Что для щуки было бы получше. Дорожка. Да, в принципе, нормальная дорожка. Бывает и похуже. Люди пашут. Да вот и озеро. Красивое. Красивое, но достаточно мелкое. Сейчас посмотрим, можно ли на это озеро попасть на лодке спокойно. Потому что вход тут только один. И он где-то вот тут, заросший кувшинками. Сейчас глянем. После жаркого лета можно ли тут прорваться. Вот такая тут панорама у нас получается. Ну вот тут вот. Тут проход должен быть. Но я, честно говоря, не уверен, что пройдем мы тут на нашей надувной лодочке. А больше, наверное, тут и протащить и негде будет. Да, вот так вот высохло. Тут не пройдешь. Тут глубоко по пояс где-то. И лодку просто так не протащишь. Надо брать байдарочное весло хотя бы. Поэтому и людей нету на озере. Судя по всему. Хотя, конечно, озеро интересное. Когда тут идет клев, линя или карася, тут очень интересная история. Она вроде и недалеко от нас. Но тут вот проблема пробраться на водную гладь. Я не знаю, я не в курсе, может где-то еще есть какой-то способ спуститься на воду. Но как-то местные не рассказывали. Вот что-то плавсредство стоит. Не знаю, плавает оно, ходит или не ходит оно. Но, видимо, сегодня рисковать я не буду. Выясню этот вопрос. Выясню у местных знатоков. Я был на этом озере пару лет назад. Хорошее озеро. Я говорю, вопрос только выбраться туда. Ладно, поедем в другое место. Тут много, кстати, таких озер, которые вроде бы вот они есть. И вроде бы как они близко, но добраться на них проблематично. Вот, поэтому такой нюанс существует. И оно вроде бы по навигатору все четко нарисовано. Ну вот так вот подъедешь и все, и как туда пробраться? Никак. По грязи, в сапогах не пойдешь, провалишься. В забродниках тоже не выйдешь, потом не сядешь в лодку. Так что есть вот такие нюансы. Вот это озеро Моруга у нас. Красивое такое. Но нигде тут на берег не выйдешь, кругом камыш. Так вот. А вот
А вот у нас и хищник. Скопа летает, ищет себе покушать. Сразу видно хищник. Красивая такая птица. Пошла. Пошла дальше искать. О, облака какие, видите? Прямо такое небо. Обалденное. Короче, едем несолоно хлебавши. Вырубил музыку, чтобы не было проблем. Вот такой у нас конец июля. Скоро Вива Браслов. Поехали. Дорожка накатанная. Чувствуется, рыбачки тут ездят. И не только рыбачки. Полевые работы идут. Памятник евреям в Великой Отечественной войне, которые тут пострадали. Выбираемся опять на ту дорогу, где спугнули аиста. Поедем на свое любимое озеро. На свое любимое озеро поедем. Тут такой как раз кусочек дороги у нас. Замечательный. В прошлом году сделали подарок прямо на пляж. Вот там у нас Моруга, а тут будет другое озеро. Лето быстро пролетает, конечно. К сожалению. Такая пора замечательная. В этом году вообще лето жаркое. Хорошее такое лето. Отстоял. Уже даже если дальше будет дождливо и прохладно, то уже и так оно отстояло. Вполне себе порадовало от души. Машин нету, значит пляжников тоже нету. Кто-то один он приехал купаться. Купаться. Тинц, вот мы на пляже. Ну вот такое тут у нас озеро и пляж. Сегодня никого, вроде и жарко, но люди отсутствуют. Зато утки присутствуют. О, семейка там плавает где-то. Посвистывает.
Вон детский сад посреди озера. Ладно, пойдем пройдемся. Пройдемся, посмотрим окрестности. Может, побросаем спиннинг. Красивое озеро, водичка чистая. Приятно тут отдыхать. И зимой тут у меня где-то снято фотографии. Зимой вот тут хорошее такое место рыбное. Вот тут с удочкой становись, бросай. Озеро такое довольно большое, Видовское. И тут вот идет свал сразу. Там вот где буй, там метров 7 уже глубина. Вон посреди озера Ути плавает детский сад там у них. Интересно, разные породы собираются, они так дружно там плавают, разговаривают на своем наутином. Ну вот так.